Добрый день, дорогие телезрители. Снова актуальное интервью. С вами я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня я рад представить гостя нашей программы, нашего спикера, заместителя директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Марину Сафроновну. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Ну, у нас в 2025 году в регионе планируется проведение финала национального чемпионата WorldSkills Russia. И в связи с этим уже организовываются какие-то этапы подготовительных работ, в рамках которого с вашим непосредственным участием проводятся мероприятия, которые мы сегодня хотели бы осветить. Давайте мы немножко о тех мероприятиях, которые вот сейчас проводятся, вкратце ознакомим наших телезрителей. Хорошо. Я начну с того, что я в Министерстве просвещения работаю чуть больше года, занимаюсь вопросами, которые касаются содержания образовательных программ, образовательных стандартов, нормативно-правового регулирования организации среднего профессионального образования, а также оценки качества подготовки кадров в системе среднего профобразования. Моя цель участия, скажем так, в этих мероприятиях, как вы обозначили, подготовительных, связанных с созданием в Республике Саха-Якутия уникального кампуса, образовательного кампуса в системе среднего профобразования. Я работаю в системе СПО около 10 лет в общей сложности. То есть я такой человек абсолютно неравнодушный к этой системе среднего профобразования. И половину этого периода своей профессиональной деятельности я проработала в родной Якутии, тогда еще в Министерстве науки и профобразования. И вот уже 6 лет работаю в федеральных структурах. Поэтому, когда поступило приглашение в качестве эксперта принять участие в форсайт-сессии, посвященной проектированию модели вот этого образовательного кампуса, я с удовольствием приняла это предложение. И, собственно, вот второй день сегодня этого мероприятия буду также экспертно участвовать в этой сессии. Оценка проводимого форсайта какова? Вчера был первый день, было очень много участников. Основной состав участников — это работники, руководители профессиональных образовательных организаций, институтов развития. Приехали коллеги-методологи, которые проводят регулярно такие сессии из Сколково. Приехали коллеги из агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Россия. Я думаю, что движение «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» нет в нашей стране ни одного человека, который бы не знал и не понимал роль данного движения. Вчера было, первое мероприятие. В рамках вечерней сессии мы давали экспертную обратную связь. Моя главная задача какая? Система среднего профобразования — это уровень образования, в который конституционно гарантировано право общедоступности и бесплатности этого уровня образования. И государственным гарантом обеспечения этого права реализации человека, а также контроля качества предоставления образования, среднего профобразования является государство в лице Министерства просвещения Российской Федерации. Поэтому моя основная задача — дать коллегам, не только участникам мероприятия, но и коллегам в рамках инициативы, чтобы были, безусловно, выдержаны все эти конституционные гарантии, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, и дать обратную связь относительно текущей государственной политики, которая сейчас осуществляется на федеральном уровне, федеральную повестку, а также позицию Министерства просвещения. Марина Кентьевна, не секрет, что буквально лет 10 тому назад престиж профессионального образования, среднепрофессионального образования был несколько ниже. Да? Все родители пытались во что бы то ни стало дать своему ребенку высшее образование. Да? Сейчас ситуация преломилась. Я очень рад, что совместными усилиями удается формировать престиж учебных заведений среднего профессионального звена. Вообще вот эту тенденцию нужно ли наращивать, и как еще можно поднять престиж рабочих профессий? Ведь не секрет, что зачастую выпускники именно средних профессиональных образований, они на рынке труда оказываются востребованы гораздо больше, чем выпускники высших учебных заведений. Согласитесь? Я абсолютно соглашусь с этим мнением. Действительно,
Последние лет 6, наверное, в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», в том числе с участием, с привлечением движения «Молодые профессионалы», произошли большие позитивные изменения в системе среднего профобразования. То, что происходит сейчас, прошел такой первый цикл, да, получается, когда мы, скажем так, сняли такую общую картину того, где находится наша система среднего профессионального образования страны относительно других, скажем, мировых стандартов подготовки кадров, специалистов, рабочих профессий. И я думаю, что мы сейчас уже плавно переходим к тому этапу, когда мы можем реализовывать и системно внедрять какие-то механизмы, которые позволят нам, возможно, уже перейти на уровень не только конкурентоспособной системы образования, но и, возможно, в какой-то степени ведущей на мировом уровне. Я не побоюсь этого слова абсолютно, говорить такие громкие слова, потому что показатели, которые есть за последние, в 2019 году, да, мы принимали мировой чемпионат WorldSkills International в городе Казани, в нашей стране. И те показатели, которые показывают наши ребята, наши студенты, выпускники системы профобразования, действительно, это и есть тот результат и то качество подготовки кадров, к которому мы должны стремиться. И в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» мы сейчас провели большую работу на федеральном уровне, обновили, скажем так, актуализировали те основные мероприятия, контрольные точки, которые должны быть реализованы в рамках этого проекта. Выделяется, предусмотрено около 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на оснащение, в первую очередь на обновление материально-технической базы колледжей. На сегодня у нас в стране около 2000 создано современных мастерских, которые оснащены современной инфраструктурой, в том числе в Республике Саха-Якутия. Очень многие колледжи, я сегодня проехала, там пару колледжей посмотрела, да, которые действительно, и видя такой, скажем так, такое оснащение, такие колледжи, такую инфраструктуру, я думаю, что молодежь не может не стремиться получить рабочую современную профессию в таких условиях. То есть первое – это создание условий, а второе, безусловно, это содержание образовательных программ. Я могу пару слов сказать, если позволите, про содержание, которое мы сейчас проводим. У нас на текущий момент перечень профессий, специальностей системы профобразования состоит из около 500 профессий и специальностей. И половина из этих профессий, они не то чтобы устарели, они уже перешли на уровень таких компетенций и навыков. То есть это не полноценные профессии, не полноценные специальности, а их можно интегрировать в другие профессии и специальности, дополнить их какими-то современными составляющими, чтобы из них получились новые, востребованные для молодежи и для современного рынка труда с учетом скорости изменений экономики и цифровизации. И сейчас мы меняем подходы в этой части, меняем макет стандарта среднего профессионального образования с тем, чтобы предоставить большую возможность, большую автономию образовательным организациям для того, чтобы могли они спроектировать свою образовательную программу в колледже и для того, чтобы учесть максимально индивидуальную траекторию каждого обучающегося, в том числе с учетом цифровых компетенций. Это наша главная повестка на текущий момент. Марина Никитьевна, а вот давайте сравним олимпийские движения, да, и массовый спорт. Да? А не кажется, что WorldSkills Russia, который в составе WorldSkills International, это все-таки более такая элитная подготовка, которая, возможно, недоступна всей массовой, общей массе? Нет такого, что это какие-то показательные очень чемпионские вещи, которые... не каждый выпускник, нужно же достигать массовости, то есть, чтобы вот эти стандарты WorldSkills, да, они работали повсеместно. А вот не является ли это элитной какой-то вещью? Знаете, 4 года назад, когда задавали такие вопросы, я потому что проработала 4 года, в том числе и в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия непосредственно, 4 года назад нам задавали такие вопросы. И были какие-то, безусловно, не то чтобы сомнения, мы, конечно, относились к этим словам и не могли не учитывать это в своей работе. И 4 года назад по поручению президента страны мы начали внедрять в систему среднего профобразования такую массовую оценку качества подготовки, которая называется демонстрационный экзамен.
демонстрационные экзамены, когда мы начали внедрять эту процедуру оценки в качестве государственной итоговой аттестации для того, чтобы студенты продемонстрировали свой уровень практической подготовки и получили на основании своих результатов диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца, мы предусмотрели эти моменты. И когда вы говорите о том, что это такая эталонная подготовка, у меня складывается такое ощущение, как будто мы боимся. То есть мы изначально говорим, что это эталон, и мы должны отложить, и мы не должны стремиться. Знаете, внедрение этой модели оценки качества подготовки кадров в массовую систему, она как раз-таки позволила сформировать в повестке, наверное, вот в федеральной повестке среднего профобразования такую культуру стремления к эталону. Мы не говорим, что эталонный показатель – это то, что студент обязан продемонстрировать, и только показав такие результаты, он там получает диплом о среднем профессиональном образовании. Нет. Там есть определенная градация, то есть эта градация может зависеть от образовательной программы, от того наполнения и контента, которое формулируются непосредственно образовательной организацией. Есть образовательный стандарт, это некий минимум, который они должны показать для того, чтобы получить диплом о среднем профессиональном образовании. А то, что он может продемонстрировать, и то, чему его может научить колледж сверху этого минимального стандарта, это абсолютное право каждого колледжа, это абсолютное право каждого студента получить и освоить навыки на мировом уровне. Это фиксируется, и в качестве приложения мы сейчас прорабатываем вопрос о нормативном закреплении такого, называем это skills паспорт, да, но это будет называться как паспорт компетенций, это будет таким приложением к диплому, где помимо оценок по дисциплинам у студента будет отражаться уровень его практической подготовки в виде баллов вот, в разрезе компетенций, навыков по итогам этого демонстрационного экзамена. Поэтому стремление к эталону мы сформировали. Да, безусловно, это есть, но я считаю, что это только позитивное, но никак не отразилось на целом. Марина Никитина, на самом деле, я достаточно глубоко в процессе. Еще раз, никто не даст соврать, что одно из направлений – это как раз культивирование рабочих профессий. Да? И очень отрадно, что наряду с высшей школой, которая всегда была очень передовой, у нас складывается и на уровне среднего профессионального образования, да, мировой уровень, который вовлекается все больше и больше молодежи. Страна от этого только выиграет. Спасибо вам за участие. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.